Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас 7 июня, праздник Великой Троицы. Поздравляю вас с этим праздником. Этот праздник для нас родной. Это село Покча наше село Покча отмечает свой праздник 21 июля. Прокофьев день, Прокопейлун, по-коми называется. А вот сегодняшний праздник Троицы отмечает в нашем райцентре. Даже и назвали его Троицко-Печорск в честь этого великого праздника. Как это говорится, скоро-скоро Троица, земля травой покроется. Земля у нас покрылась травой давным-давно уже. Наша трава уже, вот она, уже по грудь. Выросло очень много травы уже сей год. Просто очень много травы. Вон, черемуха наша уже отцвела. Отцвела черемуха, но походу успела завязаться, так что урожай черемухи будет. Вот на крыше там все уже отошло. Черемуха уже не белая, а черемуха уже спелая скоро будет. Наши тюльпанчики. Два раскрылись. Вот этот красавчик вот раскрылся тоже. Вот он какой. Другого цвета, уже другая порода. Эти тоже радуют глаз. Скоро вот этот. Марья Моль уже открылась у нас. Все открылось, все цветет и пахнет. Везде красота. Сегодня работать нельзя. Ну, неотложные дела, там вода, такое можно, а на земле работать нельзя. Вообще трудиться нельзя. Сегодня большой праздник, так что трудиться мы сегодня не будем. А лучший отдых где? Правильно, на рыбалке. Мы сегодня будем рыбачить. Вчера вечером мы убежали от непогоды. Ну, с другой стороны, тоже есть свои плюсы. Сходил в баньку, отдохнули хорошо. Отлично провели вечер в семье. Тоже надо. Вот и белый. Я хотел сказать сегодня еще. Сегодня нас белый не провожает, значит улова не будет. Откуда-то появился мой котик, да, белый? Белый спал? Да, спал белый, малыш мой. Где-то спал, отдыхал. Белый все-таки подошел провожать, значит сегодня улов будет. Все, друзья, поехали. Встречаемся на реке. В общем, друзья, план сегодня такой. Вот мои переставленные продольники. Переставить придется их еще, потому что вода, как мы видим, упала. Но здесь еще, в принципе, хватает немного. Осталось рыбачить все равно, дня 2-3, не больше. Закину вчерашние продольники, то что я поднял с начала острова, тоже закину их куда-нибудь. В общем, сегодня занимаемся перестановкой продольников, все насажу, а потом съезжу домой, перекушу что-нибудь и сразу же приеду и проверим все это по-свежему. Если опять же будут висеть ерши или что-то подобное, дожидаюсь завтрашнего утра. Сегодня вечером еще оставлю и завтра утром уже подниму. Ну, если что-то будет более так интересно, то еще дня 2 остаемся. А пока что проверяем. Надежды на улов сейчас небольшой, потому что вчера продольники были не проверены, не успел из-за непогоды. Так что осталось, то осталось. Поехали. Поехали. Нормально, еще глубина. Просто вода уже прозрачная. Кажется, что мелко. На самом деле еще глубины хватает. Ну, я сегодня поймать будет сачок сложно, потому что при солнечной погоде они сачок очень хорошо видят. Ну, вижу, ерша уж там ползает, ерш. Попался ерш. Сейчас мы посмотрим, что-нибудь еще осталось, не осталось. С сачком заморачиваться даже не будем сегодня, потому что в лодке куча продольников.
песка. Ух ты, что-то еще и есть. Хариус, походу, хариус. Ага. Ну, хариус, это очень хорошо. Ёшик немножко киморнул уже. Так, ну что, пробуем без сачка тебя, друг мой. А нет, это язь. Это язёк. Я думал, хариус. Это вот такой язишка. Шалунишка. И там еще один еж. Ну, белому сегодня будет что принести. Все. Дальше все как обычно. Только кроме насадить и отпустить, надо еще будет перекинуть. Так, что, вторую бутылку можно уже смело отцеплять. Она нам уже не нужна. Вода уже навряд ли так резко больше прибудет. Уже летний уровень почти. Так что страховка нам больше не нужна. Вон, уже видно дно песчано-каменистое. Вижу ерша и чувствую натяжку. Еще и язь остался. Че, там еще и второй. Ладно, давай без сачка, друзья. Давайте играть в открытую. Раз. Два. Там еще один есть. Ну. 3 и 4. 4 язя еще осталось. Ничего себе. Инскадан. Больше суток меня прождались. Молодцы, ребята. Молодцы, мои хорошие. Сам не ожидал, если честно. Ну вот. Бывает и так. Так, у нас здесь натяжечка есть. Не такая. О, вижу яська. Ёршик он. Так, ну что? Без сачка или с сачком тебя? Не, ты и так уже буйный. Ладно, с сачком попробуем. Вот так вот. 3 решения. Сначала хотел без сачка, потом думаю, да, он бы так и так не ушел. Он хорошо зацепился за нижнюю губу, хотя он мог и уйти, если бы туда-сюда слабина была бы. Но не ушел, значит мой. И еще ершок. Ершок-горбунок. Дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем и переставляем. Погодка шепчет сегодня, классно. Блин, мошкара задолбала. Вроде и ветер, а тепло, и посредь бела дня летает. Вообще страх потеряли. Так. А у нас здесь язёк. Заглотил хорошо. Заглотил хорошо наш язёк. Тихо, 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 будь, тихо, будь. Тихо будь, блин, мушка собака.
Так. И ёршик. И там еще 2 ерша. Настало время ершей. Ничего. Ёрш тоже рыба. Сейчас успеваю только насаживать червя. Видишь, ёрш попадает, не дает нормальной рыбе попасть. О, 3 ерша даже. Вода потеплела, вода упала, все. Теперь эти соплячки задолбают. Надо менять, в принципе, наживку, ловить на малька. Посмотрим, может быть, и где поймаю. Хотя уже что ловить-то, все равно скоро поднимать. Я глянем. Ёрш, 2-й, 3-й. Ну, кто-то есть там, конечно. Хорюзок или что-то такое дергает. 2-й. Сейчас посмотрим. Натяжечка есть. Ага, язь. Вижу язя. Да ёшка. Опа-на. А ясь-то у нас опять покусанный. Сейчас глянем. И там еще что-то есть. Яська-то у нас опять кто-то пытался снямзить. Так, вот он язь. Тихо, тихо, тихо. Вон шрам. Не знаю, что это такое, но что-то есть. В принципе, следов от зубов не видать. Не знаю. Может, ударился куда-то. Я бухой лазил где-то. Нарвался на кого-то. Так, и там у нас, походу, еще один язёк. Ага. Или что-то такое. Язёк. Ух, под лодку как нырнул. Вот такой вот подъязычек. На засушку. Ну как-то вот так. Ёршик. Даже после суточного перерыва и то рыба есть. Что крепко зацепилась, не успела сорваться. А так рыба была, видно, все крючки пустые. Ну что делать? Вчера была непогода. Продолжаем рыбачить. Запутано все. Все запутали черти. Ёрш. Огромный ёрш. Кто-то там еще дергает. Ух ты. Вот это запутали. Еще язёк остался. Ну что, язёчек, друзёчек. Придешь ко мне? Нет. В гости. Пришел. Можешь оставаться. Так, ну что, распутываем. Распутываем. И продолжаем рыбалку. Так, только достал веревку, сразу натяжка. Есть язёк. Один язёк. Остался один, и окушок там в конце. Заглотил вроде бы как нормально, да не дергай ты. Так. Ну, попрыгай, попрыгай.
Молодец, молодец, хороший. Умеешь прыгать. Вот. Заглотил нормально. Хотя вроде глубоко, а у язя тоже внутренняя часть, вот это небо все такое мягкое, что если он сильнее дернется, может сорваться. И вот такой вот окушочек храпит на всю Ивановскую белому. Белый ждет. Белый всегда ждет. Белый молодец. Первый кот такой верный, преданный, умный. Янцкадан, чтобы не сглазить. Единственное, что он не любит, так это перевозки на машине. Пока с Троицка, с райцентра до деревни довезешь или обратно, успеет полностью и обписаться, и обкакаться, блин. Не знаю, перевозки вообще не любит. А так замечательный кот. Таких котов у меня еще и не было. Что я делаю на берегу? Василий у меня тоже сосед по продольникам, он рыбачит чуть здесь ниже. Вчера мне сообщил, что он сказал: у тебя, Геннадий, не пропадали продольники с 2 бутылками? Я говорю: пропадали. Там, говорит, 2 бутылки остались на берегу, иди поищи напротив того-то, того-то. В общем, а мои намного выше продольники. В общем, я оставил лодку, пришел по берегу, смотрю внимательно. Точно, моя потеряшка нашлась. Это вот мои 2 бутылки, веревка и мой груз, маховик от мотора лодочного. Груз не сильно-то и тяжелый, а 2 бутылки, видать, когда был скачок воды, 2 бутылки приподняли груз, и оно уплыло, пока не нашло дно. Вот здесь оно на бугре нашло дно и остановилось. Проплыло, я вам скажу, где-то около метров 700-800, около километра, наверное, проплыл этот груз, продольник. И вот он нашелся. Ценное здесь самое то, что это груз. Ну и продольник, конечно, крючки не успели прогнить. В общем, наматываю, несу в лодку и, пожалуй, если получится, даже куда-нибудь и закину. Осталось порыбачить пару дней, пусть еще половит. А на следующий год он у меня еще будет работать. Так что потеряшка нашлась. Спасибо Василию. Начинаем сматывать. Вот он, мой продольничек. Конечно, все запутано. Ладно, разберемся. Так, потеряшку закинули чуть выше. Вынесли вон почти на середину. Берег наш уже рядом. Получается, если разделить тот берег и остров, теперь у меня продольник где-то стоит прямо посередине. Неделю назад это было просто невозможно. Вода упала уже, не знаю, метра на 4 как минимум. Так, а у нас продольник засыпан. Это не очень хорошо. Но мы его освободили. Дно видать. Вот мы видим дно, но глубина здесь пока еще нормальная. На эти продольники небольшая надежда есть, так как мы их насадили, проверили вчера вечером, эти 4 продольника. Ну, все засыпано, пусто. Вижу окушка, и вроде бы еще есть натяжечка. Что-то, язек, вон, вижу яська. Вот такой вот окунь. Эти продольники я вчера 3 штуки, раз, два, три, 4 штуки проверил. Так что здесь шансов больше. Окунь. Уфа! Красава! Это не язь, друзья, это хариус. И хоть он и уснул,
Но он еще вполне свеженький, жабры красненькие, только-только окочурился он. Красавец. Ты служишь украшением стола. Хрюзочек. Отлично. Вчерашний улов тоже хрюзки были, сижок один. Отдал брату на жареху. Сегодня, дай бог, и самим тоже соберется. Один уже есть. Нас 4. Ромка в городе. Значит, еще, если 3 таких красавца сегодня поймаю, будет свежая жарежка. Грызёчек. Тихо, тихо. Ах ты. Блин, ну ладно, иди так. Сачок не подготовлен. Молодец. Молодец. Так, надо сачок подготовить. Теперь все готово. А у нас там еще один идет. Да ёшкин ты кот. Поймал. Ну вот. Так. Что-то есть. Кстати, вот эти проверяю сейчас те продольники, которые вчера не успел проверить. 2 язя идут друг за дружкой. Нет, это хариус. А второй язь. Что, попробуем без очка так. Так, ладно, хариус скажем. Так. Язек так. Вот язь. Неплохой язь. И вот хариус. Заглотил до желудка, но живой. Вот, не договорил. Вот это то, что я не успел проверить вчера. А на вчерашние продольники, что я успел проверить и насадил, все пусто. Практически все было. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мелочь, ерши, там мальки и все такое очень быстро рвут червей. И язь, хариус не успевает попадать. Так что пора уже поднимать продольники не через 3 дня. Посмотрим еще сегодняшний вечерний улов и поднимем, если ничего не будет. Так, что-то дергает. Что-то дергает. А у нас тут запутано. Ну ладно, попробуем сначала вытащить этого. Ага, уже под лодкой, блин. Поймали. А держался еле-еле уже. Ну, в принципе, нормально еще. Так, что там у нас?
Все, распуталось. Так, что-то мне, друзья, кажется, что несмотря на то, что нет до поклевки, есть, пора уже поднимать продольники. Ну а теперь, друзья, узнаете эту бутылку? Мы уже сегодня утром ее проверяли, вернее. Да, это проверили, а там вот добавили новые бутылки, новые продольники, то, что вчера сняли, поменяли местами. В общем, время прошло, пока мы проверяли продольники. Теперь смотрим. Если сейчас при проверке окажутся все крючки пустыми, то бишь всех червей покоцали, то 100% сегодня вечером будет подъем продольников. Пусто. Пусто. Пару червей, правда, есть, но черви покоцаны. И видим ерша. Все, друзья. Это значит конец фильма. Сезон продольников, можно сказать, закончен. Вода упала. Дальше не вижу смысла терять время. Сегодня вечером поднимаем продольники. Завтра едем в Троицк, в райцентр. Ну а послезавтра уже будет другая рыбалка. Так, а здесь у нас походу что-то есть. Что-то есть. Потому что там вот, когда подъезжал, была волна. Что-то есть, а что мы сейчас это посмотрим. GoPro, снимай видео. Снимаешь? Ну вот. Вот она и волна. И озёчек. Дружочек. Лодку видел, утопился. Под мотор залез. А так вот спокойненько вылез. Такой вот небольшой подъязок. Да, успокойся ты. Все равно поднимем сегодня вечером. Сегодня вечером. Поднимем вечером. А мы продольники поднимем сегодня вечером. А потому что сезон прошел. Вода упала быстро. Потеплело за 4 дня. Наступило лето. Но все-таки продольники это весенняя снасть, а не летняя. Да. Везёчек. Ясь-то помельчал. Вода упала. И ясь стал мелкий. Как раз на засушку. И окушок. Все, друзья. Язишки и окунишки. Хватит. Кто не успел, тот опоздал. У вас время было около 2 недель попасть на продольники. Не успели, так не успели. Здесь должен быть хорюз. Хорюзок, потому что когда я проверял, насаживал крайний продольник, здесь он плесканулся. Здесь он плесканулся, если не сошел, то он здесь должен быть. По идее должен быть.
Вот он есть. Вот он и плескался. Видно, когда хариус попадает, когда не глубоко, он поднимает продольник и показывает, говорит: здесь я, здесь, снимайте меня, я готовый. Я говорю: да подожди, сейчас проверим уж все продольники, да потом. Ну вот, почти опять пол ведра. Но, друзья, это уже не та рыбалка. Не та рыбалка, не та. Я даже, наверное, насаживать не буду, потому что все равно ерши все покоцают. Проверил я второй раз все продольники. Попало несколько ершей. В кадре это не будет. Ну, что-то 2 подъязка, что ли, еще было. На пару окушков. И все. Червей съедают на раз-два. Это уже не та рыбалка. Это уже не стоит. Так что я планировал еще дня 3 порыбачить. Ничего подобного. Сегодня вечером все продольники будут подняты. Завтра в Троицк. Ну, а потом уже совсем другая рыбалка у нас будет. Рыбалка на удочку, рыбалка на спиннинг, рыбалка на мушку, рыбалка на кораблике. Все будет. Это будет уже, друзья, летняя рыбалка. Вот еще крайний продольник гляну сейчас. Дергает, дергает. Нет, так бросаю и еду домой. Все-таки праздник сегодня или не праздник? Троица сегодня или не троица? Саня Калина звонил. В гости собирается. Так что, возможно, сегодня будет небольшой сабантуйчик. Небольшой, потому что завтра надо ехать в Троицк. Так, вот и он, наш крайний продольник. Опа-на. Ха! Один ёршик, и там даже есть язик. Не знаю, дойдет он, не дойдет. Хорошо бы, конечно, если дошел. Один из последних язей в этом сезоне. Сейчас мы посмотрим, будешь ты в ведре или останешься плавать в печоре. Попал, как всегда, на край, на последний крючок. О, утопился уже. Блин, не попал. Ёшкин кот. Вот так вот. Ленцкадан. Ну все. Сегодня это последний я на сегодняшний день. Ну как на сегодняшний? На эту проверку точно последний. А у нас остается еще крайне, даже не проверка, а поднятие продольников. Там мы увидим, что и как. Ну вот и все. Вот такой вот у нас улов. Свои полведра мы поймали. Порадовали вот эти хариуза, конечно. Вот раз хариус, 2 хариус. И там еще, наверное. Так. Ладно. Не буду ковыряться. Там еще 1 или 2 точно хариуса есть. Да, полведра мы поймали. Да, это немало. Но, повторюсь, друзья, это уже не та рыбалка. Сейчас надо рыбачить другими снастями. Сезон продольников короткий. Сезон продольников для большой воды, для весенней воды. Сейчас наступило у нас лето, вода упала. И на продольнике это уже не то. Ну и то хорошо. Сколько мы? 2 недели рыбачили. За 2 недели мы заготовили. Нормально. Нормально заготовили. Ведра 4 точно. Вот таких засолил. Кое-что заморозили ребрышками. Фаршем кое-что. Я считаю, этого пока хватит. Ну а дальше мы будем дальше ловить. До следующей проверки, то есть не проверки, а до поднятия продольников.
скоро увидимся. Это будет или сегодня вечером, скорее всего, да, будет сегодня вечером, или завтра рано утром. Всем пока. Ну вот и приехали.